Поэтому, думаю, не заржавел Ержан. 36 лет Ержану Истанову, 28 лет Руслану Мамадову. Есть небольшое преимущество в росте у Ержана Истанова. Напомню, что это легчайшая весовая категория до 61 килограмма. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Найза Fighting Championship аса жеңіл салмақ дәрежесіндегі 3 раундтық жекпе-жек. Ендеше қос жауынгерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 10 жеңіс, 8 жеңіліс, бойы 168 сантиметр, салмағы 61 келі. Баку, Азербайджан. Қарсы алыңыздар, Руслан Мамадов! Оның қасыласа, алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 16 жеңіс, 9 жеңіліс, бойы 172 сантиметр, салмағы 61 келі. Шымкент, Қазақстан. Қарсы алыңыздар, Ержан Истанов! Рефери Ақтілеу Аскербайұлы. Казахская публика, как всегда, очень горячо поддерживает своего бойца. Мы видели реакцию на Ержана Истанова. Да, конечно же, дрался он последний раз на турнире ICA 102, который был как раз-таки в Алмате. Это было 2 года назад, в ноябре 2019 года. Все готово к первому раунду. Ақтілеу Аскербайұлы будет реферить в этом поединке. И первый раунд. Чуть выше, да, кажется, Мамадов. Да и конечности подлиннее у него будут. Стоит отметить, что Ержан Истанов в последнее время сменил, знаешь, свой курс развития карьеры. Очень часто выступает на профессиональных турнирах по грэпплингу. Ну и раньше также он был приверженцем именно партера, да? Да. Удушающих, болевых приемов. Ну, вот во время перерывов, да, между боями, скажем так, очень много времени уделял именно грэпплингу и джиу-джитсу. Довольно-таки высокие результаты в этих видах спорта. Поэтому, скорее всего, Ержан ничего не будет изобретать нового. И мы увидим в его исполнении много борьбы. Мамадов почему-то пытается на уровне Ержана действовать, обратите внимание, пытается подойти, даже занижается. Для меня это немножко непонятно. Возможно, ждет, когда Ержан пойдет в борьбу. Немножко опасается, потому что у Мамадова есть кое-какие проблемы с борьбой. Нам это показал Аблай Тулеш. Вот первая атака. Да, первые атаки пошли. Очень так осторожничают бойцы. Пошел Мамадов вперед. Почувствовал, да, какую-то уверенность. Пытался в прыжке с колена ударить. Но пока все это видит Истанов. Возможно, ждет какого-то момента, чтобы сделать разрыв дистанции, сделать тейкдаун. Прессингует Ержан Истанов. Теперь уже, но пока что без ударов. Да, очень мало бьет. Ержан в принципе не бьет, да, наверное, можно сказать. Выжидает. Такую некую выжидательную тактику выбрал. А Мамадов, мы можем его понять. Он опасается борьбы, поэтому сильно вперед идти не хочет. Да, вот даже по таким ударам можно понять, что Мамадов, он больше ждет именно борьбы от Ержана. Да, потихонечку. Первый хай-кик. Оживился Истанов. Видит все это. Хай-кик, кстати, был в защиту. По рукам попал. От Мамадова первая атака тоже была. Отлично. Тоже так вскользь попадает. Вот-вот уже 2,5 минуты бойцы притирались и приступили к делу. Наверное, поднадоело, да, уже так ходить. На самом деле оправдано, почему Ержан Истанов так долго, скажем так, не наносит удары, не атакует. Понятное дело, почему. А вот почему не делает этого Руслан Мамадов. У меня вопрос открытый. Да, когда прессингует, неплохо получается у бойца из Азербайджана. Но почему-то нету серии, да?
какой-то долгой атаки, затяжной. Комбинациями не работает Мамадов, ну, по всей видимости, А вот первый и тейкдаун, да, выждал все-таки момент Истанов. И в такой грэплерской манере сейчас обходит гард. Ставил колено, оказался в положении халфгарда. Довольно-таки легко это делает. Колено на животе, если не ошибаюсь. Да, обошел без проблем гард соперника. Улучшил позицию, ставит колено по всем канонам грэплинга. Сейчас Естанов И сейчас выйдет на рычаг, по всей видимости. Рычаг локтя. Пойдет ли он туда? Минута остается. Не смог законтролировать, а была возможность очень хорошая. Позиция распятия. Ударная позиция, конечно же. Да, отключил сейчас руку. Вырывает Вот, руку. отключает. Обрати внимание, как тяжело, да, дается контроль в партере Естанову. Физически очень крепкий. Кстати, я боец вспоминаю Азербайджана. слова Османджана Касымова, который говорил, что Ержан Естанов будто арматура. Ложится на тебя, борется, его невозможно ничего сделать. Даже сам Османджан говорит, если сам Османджан говорит об этом, значит это точно так и есть. Есть Итак, опять позиция Full mount. фулл-маунта. И что будет дальше делать Ержан? Забирает от клетки соперника. Совсем немножко времени остается. Да, позиция такая бэкмаунта. классическая ошибка. Разворачивается спиной, но тут не хватит времени. 20 секунд Ержану остается до окончания первого раунда. заправил треугольник на корпусе. Да, что касается грэплинга, Ержан на 2 головы выше соперника. Выходит на колено. 10 секунд остается. Болевым приемом. Если не ошибаюсь, в крайнем поединке Ержан Естанов проиграл именно таким болевым. Да, Хусейну Шайхаеву он проиграл примерно вот таким болевым, схожим. Буквально за несколько секунд он делает банана-сплит, задал тред, да, Магомед Шарипов на этот болевой. После этого мы стали очень часто его видеть. На самом деле классическая такое, знаешь, классическая техника, когда ты задержаешь позицию бэкмаунта, пытаешься атаковать шею, но соперник твой защищает шею, и нога остается без защиты, которую можно атаковать смело. Оставались буквально считанные секунды до окончания первого раунда. Ержан Естанов одерживает долгожданную победу 2017 года. Напомню, что это была последняя победа в 2017 году и 10-я, между прочим, в его активе болевым приемом и 17-я в целом в карьере. Прихрамывает Руслан Мамадов после такого болевого приема. Вот такое вот завершение прелимов в рамках сегодняшнего ивента NFC 34. Ждем официального объявления победителя этого поединка. Құрметті қарымдар мен мырзалар, бұл жекпе-жекте рефери Әскербайұлы бірінші раундтың 4-ші минуты мен 56-шы секундында тоқтатты. Аяққа ауырту әдісімен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Ержан Естанов!